Не скучно, а научном. Или путь молодого ученого в коме. Именно под таким девизом сегодня провели День российской науки в регионе. Традиционно 8 февраля лаборатории Коми-научного центра открывают свои двери для обычных жителей региона. Школьников, студентов, представителей разных профессий и даже пенсионеров. Показать не результат, а сложный и интересный путь к научному открытию. Вот главная задача этого дня. За экспериментальные кулисы заглянула и Виктория Палкина. Поверьте мне, плазма, она вот такая ярко-ярко-белая. Вы, когда на сварку смотрите, у вас болят глаза. Если вы посмотрите на это, болеть будет еще сильнее. Поверьте мне, температура сварки где-то 3000, 4000 градусов. Здесь все-таки погорячее. Сравнивать с привычным, рассказывать просто о сложном, отвечать доступно. Так, сегодня прошел день для сотрудников экоаналитической лаборатории Института биологии. Ведущие инженеры буквально на пальцах объясняют сыктывкарским школьникам современные методы химического анализа. Сначала пламя ярко-красное, потом зеленое, потом фиолетовое. Так по-разному излучаются электроны в щелочных металлах при температуре выше 2000 градусов по Цельсию. В лаборатории экологической физиологии уже не так жарко, но не менее интересно. Поскольку в данном случае в этой вот голове сейчас не включен свет, света нет, что будут делать растения? Фотосинтеза точно не будет, значит будет дыхание идти, основной процесс. Поэтому мы должны оценить увеличение концентрации углекислого газа. Фотосинтез, метаболизм, молекулы – все то, о чем в школе только слышали. Здесь можно реально увидеть. В Институте геологии еще и потрогать разрешили. Современный микроскоп с 40-кратным увеличением позволяет разглядеть кристаллические карбонатные породы, из которых состоят брахиоподы. Возраст некоторых переваливает за 500 миллионов лет. Горные породы, вот исходный материал. То есть нам примерно вот так и приносят. А здесь уже ликбез для взрослых. Мастер-класс по подготовке проб к анализам и выделению ценных металлов, например, золота. Правда, для этого нужно время, терпение и, главное, интерес. Именно он движет наукой. И начинается это движение как раз со школы. На самом деле наука, она очень рядом, она близка нашим детям. И это и те точки роста, и квантуриумы, эти кубы, которые мы уже открыли, они являются проводниками наших детей в науку. Именно после таких знакомств в лабораториях, которые созданы в кванториумах, наши дети и, проявляя любознательность, хотят дальше развиваться в науке. А в Коми-научном центре и базу подготовили для этого развития. О последних достижениях, открытиях самых ярких и перспективных ученых рассказали на страницах альманаха «Не скучно о научном». И здесь те самые реальные истории о том, как обычные сыктывкарские школьники пробираются через тернии к звездам. Яркий пример – старший научный сотрудник Института биологии Екатерина Прошкина. Получила за цикл своих работ по проблемам старения премию президента Российской Федерации. Она училась в Сыктывкарской школе, затем в Сыктывкарском университете, в аспирантуре Коми-научного центра и сейчас успешно работает в молодежной лаборатории, которая в 2018 году создана в центре. Сегодня на современных ученых возлагают большие надежды. Создавать что-то новое, открывать неизведанное. С каждым годом все сложнее. Но вслед за выдающимися Ломоносовым, Циолковским, Менделеевым и нынешнее поколение аспирантов, кандидатов и докторов наук готовы двигать прогресс вперед. Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.